пришли сюда сегодня сказать правду. Вы пришли сегодня услышать здесь правду. Мы требуем реальную борьбу с коррупцией, а не фиктивную. Вы со мной согласны? На сегодняшний митинг приглашены экс-президент Кыргызской республики Алмазбек Атамбаев, депутаты Жогорку Кеңеша, также политические и общественные деятели, представители неправительственных организаций. И поприветствуем экс-президента Кыргызской республики Атамбаева Алмазбека Шаршеновича. Мына Алмаз Шаршенович оруп жатса дагы, тамагы оруп, үні жоголуп, бирок биз сүйүнүп отуруп сүйлөп бериңиз деп чакырдык да, анда кол чаап койсоңуздар. Уважаемые соотечественники, сограждане, во-первых, спасибо, что пришли, спасибо за твердую гражданскую позицию, потому что сегодня, к сожалению, большинство политиков попрятались после того, как убедились, что эта власть, Сооронбай Жээнбеков, может хоть кого сажать. Причем в первую очередь сажает невиновных. И винить их трудно, но простые люди никогда ничего не боятся, нечего терять, как говорится, кроме своих цепей. И еще раз спасибо, что пришли на этот митинг, потому что вот здесь говорили о том, что кое-кто злорадствует. Я хотел бы напомнить слова великого писателя: «Но не радуйся, когда звонит колокол. Завтра он будет звонить по тебе». Надо помнить всем нам это. 2 месяца назад проходил у нас здесь митинг, и мы приняли резолюцию, поставили вопросы и ожидали, что президент Сооронбай Жээнбеков какие-то меры предпримет, но получилось наоборот. Он обозлился. Яркий пример обвинения в незаконном обогащении и арест за коррупцию Дамира Мусакеева. В то время как мы видим, как на свадьбах разных Жээнбековы празднуют и обмывают с Матраимовыми, Келдибековыми и другими им подобными мультимиллионерами. Имитация борьбы с коррупцией – это намного страшнее, чем сама коррупция, потому что люди сначала верят в это, и пока люди верят, можно вытворять что угодно. И больше года весь народ Кыргызстана верил, что на самом деле Жээнбеков борется с коррупцией, и это, конечно же, было довольно страшно. Но в отличие от меня, которого можно было водить за нос 24 года, народ, весь народ, обманывать больше года нельзя. Обманывать весь народ больше года нельзя. Люди открывают свои глаза, люди видят правду, и люди уже видят, что Жээнбековы, клан Жээнбековых просто убирают неугодных, и на место освободившихся рассаживают своих родичей, дружков из своих же кланов. И, уважаемые участники митинга, приклеватели клана Жээнбековых обвиняют меня в том, что я мешаю работать якобы Жээнбекову, что я рвусь к власти. Если бы я рвался к власти, если бы мне нужна была бы власть, я просто бы не ушел бы. Я бы в 2016 году в референдум добавил бы пункт, что президент может избираться 2 раза, и я думаю, большинство народа Кыргызстана поддержали бы меня. На самом деле была идея такая, что молодое правительство, самый молодой пример, 39 лет, до Зеленского, до Пашиняна, до всех других. Молодые члены правительства, одному из министров было 32 года.
И Аксакал президент, который только помогает молодым. Такой был уговор, что парламентская республика. И беда в том, что я всегда сужу о людях по себе, что думаю, что они такие же честные, стоят на своем слове, порядочные. А наоборот, первым делом ни за что закрыли Сапара Исакова. И не зря их Куланом Кулматовым закрыли в один день, год назад. Хотя совершенно разные дела, у одного ТЭЦ, у другого школа. Почему в один день? У них одна вина. Они сняли с работы Раима Миллиона и зачищали таможню от матраимовских и джейнбековских кадров. Я попрошу помощников дать воды, не обижайтесь, у меня проблема с горлом. И вы знаете, что еще кричат про меня? Вот когда слышишь, вот, мельком иногда смотришь какой-нибудь кусок по КТР или где-то еще, вот прежняя власть во всем виновата, вот Сооронбай Жээнбеков, белый и пушистый. Слушай, а разве при прежней власти, при президенте Атамбаеве, Сооронбай Жээнбеков работал за техником колхоза? А Асылбек Жээнбеков помогал там, как раньше, одному Крим-авторитету или без работы ходил? С 1 декабря я приступил к должности президента Кыргызстана. И в этом же месяце 2011 года, декабрь 2011 года, Асылбек Жээнбеков был избран председателем парламента, Төрега Жоркнеша. Это второе лицо по государственному табелю рангов. И если я отработал 6 лет президентом, Асылбек Жээнбеков отработал 4,5 года вторым лицом государства. И это был другой парламент, не Чимкирик парламент, который сейчас. Этот парламент отправлял не только министров, но и правительство менял, как перчатки. Хорошо, Асылбек Жээнбеков был вторым лицом государства. Сооронбай Жээнбеков был зоотехником или председателем колхоза в Карагалде. Он с 2010 года был губернатором Ошской области, где находится самая крупная таможня, где находится самый крупный пункт пропуска с Китаем, Иркиштан. И Сооронбай Жээнбеков был не просто губернатор, он был старший брат председателя парламента и лучший друг президента Атамбаева. И как это он не влиял на кадры? Я сейчас вижу, как они везде своих рассажали. Это другие люди, это не Атамбай, который, открыв рот, смотрел и слушал своего друга Жээнбекова Сооронбая и во всем ему верил. И я, конечно же, считал его исключительно честным, порядочным человеком, и поэтому выдвинул его и в аппарат президента, и на пост премьера, и на пост президента. И удивительно, конечно, когда говорят, что прежняя власть, а Жээнбековы где были? Слушайте, это были вторые после меня люди в стране. Вторые после меня. И больше того, я думаю, что все, что плохое творилось их с их медома. Я сейчас это тоже докажу. Вот, например, говорят, что я в тех же вот некоторых СМИ такая линия пытается пройти, что я дружил с Раимом Миллионом, чаи с ним распивал. Я этого Раима Миллиарда видел всего один раз в доме курсанта Асанова в 2010 году. Там мне много кто чай наливал. Не знаю, может и кто-то его мать наливала или кто. Но я его видел только один раз. У меня хватало своих забот. Ни света, ни дорог, ни денег. Ош-Жалабад сгорели. Зарплата учителей была 2000 сом и врачей. Милиция получала 2000 сом. Это сейчас все говорят, 15 мало. Да, мало, но было 2000. И я хочу напомнить, что я же начинал тоже с таможни. Это я протащил, заставил назначить
председателем таможни, директором таможни Кувана Кулматова в апреле 2010 -го. И за 3 года сборы на таможне увеличились 3 раза. Нигде в мире такого нет. В той же России таможня дает почти 50%, у нас 40%. Представляете, если в 3 раза увеличить за 3 года, какой у нас бюджет будет. И поэтому, когда после выборов, во время выборов, я убедился, сколько денег воруется, потому что я сам увидел, как 24 миллиона долларов наличными Сооронбай Жээнбеков вносит на выборы. Я был в шоке. И когда мы начали разбираться, оказывается, мне многие просто не говорили правду, боялись моего лучшего друга, людей, которых рядом со мной. Но именно поэтому Сапар Исаков, когда мне сказал, как же быть, кто может опять почистить таможню, я сказал, Куван Кулматов может почистить, но он навряд ли уйдет с Нацбанка. И мы уговаривали его вдвоем. Это тоже мой грех, что Кулматов пошел в таможню. И в результате, вот год назад, никто мне не верил, когда я сказал, что Кулматова и Сапар Исакова посадили за Раима миллиона. Посадили, потому что Жээнбеков по уши ему обязан. Только на выборы минимум 30 миллионов, 2 миллиарда от Раима миллиона. И я уверен, что с 2011 года у них много было общих дел. Сейчас они против меня толкают этого Раима, но видите, они сами его или убьют, или что-нибудь придумают, чтобы он замолчал. Он слишком много знает про Жээнбеков. А эти люди, которые со мной так поступают, с Раимом миллионом еще хуже поступят. Потому что это, слуги шайтана, я так сказал. Хотя притворяются мусульманам. Мунафик, кафир. Но самое главное, вот мне мало кто верит, почему я ничего не знал о том, что творится на Ожской таможне, про Раима миллиона. Слушайте, я как честный человек, президент, я доверял своим службам. Я доверял Госкомитету национальной безопасности, управлению ГКНБ по Ашу и Ожской области. За 6 лет ни одного донесения про Ожскую таможню, про Раима. Проверьте. На всех документах я ставил подпись, ознакомлен. Ни одного донесения. Я тоже об этом стал думать. И что я обнаружил? С 13 до 16 года руководитель Ожского управления ГКНБ Асылбек Кожабеков, 16 по 18 руководитель Ожского управления ГКНБ по Ошской области Искандер Кадыркулов. И не странно ли, что когда Сооронбай стал президентом и начал менять кадры, он назначил Искандера Кадыркулова председателем ГКНБ, а Асылбека Жээнбекова заместителем ГКНБ. Идрис Кадыркулов и Асылбек Кожабеков председатель и зам назначил. Почему? Наверное, они заслужили. Наверное, поэтому я не получал ни одной записки по таможне, по Раиму миллиону, по Сооронбаю Жээнбекову. И сейчас что творится в ГКНБ? Что творится в ГКНБ? И вы знаете, Комитет национальной безопасности сегодня становится угрозой национальной безопасности. Угрозой. Там уже люди, они защищают руководство и часть сотрудников не национальную безопасность, а интересы клана Жээнбековых, Матраимовых. Интересы клана Жээнбековых, Матраимовых им выше интересов страны. Им наплевать, что будет со страной. И не зря вокруг Сооронбая собрались бакиевские советники. Вот лучший друг и советник Сооронбая Иманкадыр Расалиев. Это советник Джаныша Бакиева. Просто они сделали выводы. Если бы Бакиевых они убивали,
чтобы запугать. А тут они просто берут и нахально сажают невиновных. И люди испугались, элита испугалась. Поэтому нам, конечно же, срочно нужна реформа ГКНБ. Я жалею, что не довел до конца. Была задумка, вот, раньше все ГКНБ, несколько тысяч человек шли проверять бизнес. Я создал АКС, чтобы хотя бы, человек 200 проверяли бизнес. Но второй этап надо было АКС передать в правительство. Вот это я не успел. Это надо делать немедленно. Надо ликвидировать политический сыск в ГКНБ. Потому что, смотрите, вместо того, чтобы давать точную информацию, они мне давали ту информацию, которая нужна была им. Минимум 3 докладных в неделю и ни одной строчки про махинации Орской таможни, про Раима миллиона и так далее. Нужна срочная реформа ГКНБ. И нам нужна именно парламентская республика. Почему? Потому что какой бы парламент ни был плохой, это меньшее зло, чем вот такой человек, президент, у которого в голове колхоз сидит и каканское ханство. И почему они так меня боятся? Потому что вы сегодня сами видите, кто будет говорить, если я Атамбаева как-то сделаю так, чтобы он не мог говорить. Поэтому вот эти сказки снова придумываются. Вот дача Су, Гурус Атамбаева якобы был. Больше того, человек, который с трибуны, Канатбек Азиз, или Азиз Канатбек, говорил про операцию «Гремучая змея» и так далее, врал, назначен заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии Кыргызстана. Если руководитель Высшей аттестационной комиссии Кыргызстана врун и клеветник, какая цена будет этим удостоверением кандидатским и докторским? Куда нас ведет Сооронбай Жээнбеков? Мы не колхоз Жээнбекова, мы не бараны. И мы не будем ждать, пока каждых вот так возьмут и по указке Башкармы пересажают. Мы не будем ждать. Или вот сейчас, смотрите, чтобы отвлечь внимание от Раима миллиона и так далее. Вот эта раскачка по Батукаеву идет. Я не хотел об этом говорить. Но неужели кто-то нормальный поверит, что президент Атамбаев мог попросить деньги у Батукаева, чтобы выпустить его из тюрьмы коррупции? Атамбаев всегда сам давал деньги. Это Сооронбай Жээнбеков. Помешан на деньгах, видимо. Как можно об этом думать? И чтобы выбить показания, сажают Атаханов, Солянова, Рысалиев. Солянова, вы знаете, она меня уже несколько лет мочит, но я уверен, что она здесь вообще абсолютно... Кто-то эту аферу сделал, кто-то деньги заработал, начиная с Турсунбека Акуна. Но не Солянов. Я ее все-таки знаю. У них зарабатывал муж в семье. И я так скажу, что Сооронбай и его прихлебатели думают, что Кыргызстан колхоз, а народ бараны. Этого не будет. Этого никогда не будет. Или это безобразие должно прекратиться, или уже в следующий раз мы выйдем с требованием отставки этой шайки-лейки во главе с Сооронбаем Жээнбековым.